Поважаныя выкладчыкі, не менш паважаныя студэнты. Сегодня до нас у гости пришел вядомый письменник, народный письменник Беларуси, лауреат многих премий и увогуле выдатный человек Ян Кабрэль. Павітаем его. Биография Ивана Антоновича – это фактично биография нашей краины 20-го стагоддзя. У его биографии адлюстраваліся все основные подзеи жыцця нашей краины, ну, амаль усяго стагоддзя. 1917 год. Вядомая ўсім дата, так раз год нараджэння Івана Антоновича. Складаныя для нашай краіны военные гады, перадвоенные десятигоддзі, паслявоенные. Вот я зараз называю гэтыя десятигоддзі як непростыя складаныя, я сам думаю аб тым, ці былі у нас калі простыя, такія лёгкія для нашай краіны, не то што десятигоддзі, а хотя б год-два, видать, не было. И все это пережил Иван Антонович сам и адлюстровал у своих многих творах. Я думаю, что на сегодняшний день он один из немногих людей, уникальных людей, я бы сказал, нашей краины, во всяком разе, сярод письменницкого люду. Потому что тое, что побачил ён на своим веку, и тое, что змог адлюстровать у своих творах, ну, я думаю, что мы можем еще пару человек, пару чудак, як адлюстровать, это змог зрабіць, ну, еще некалькі человек, не больше. Але, паважаныя сябры, не буду марнаваць доўга ваш час, а то я всю работу за Ивана Антоновича зраблю зараз, ему ничего не будет о чем говорить. Тому я ему зараз представлю слово, вы уважливо слухаете, или не только слухаете, а и думаете, об чим запытать. Потому что каждый день такая магчимость вам предоставляться не будет. Так, а что вы не запытаете, то мы вас запытаемся на экзаменах. Потому что... Так, коли ласка. Ну, перш за все, добрый день. Я хочу сказать одразу, что з усіх сустрэч з моладдю, а я вельмі любіў заўсёды выступаць перад школьнікамі старэйшых класаў і перад студэнтамі. Ці ў БДУ, ці ў педінстытуце, і ў другіх гарадах, у Гродні, у Гомелі, у Віцебску. Я заўсёды аддаваў перавагу такому парадку, отказывать на пытанні. Потому что я вот стою перед вами, и поверьте, я не ведаю, ну что мне вам говорить, так сказать. Вот. А коли разыдемся, так тады нават трэба будзе уже, можа, мяне и припынять трохи. Бо я трохи з таких заводных, которые любят много говорить. Значит, так что давайте перейдем до пытанняў, и само дело, как говорится, покажет. Только дозвольте мне отказывать на ваши пытанні седячи, бо у меня хворые ноги, мне тяжко стоять. Так я чекаю. Пытанні могут быть самые. Глядите. Не обовязково по биографии твора. Это в апошнюю, так сказать, чаргу по мне. А наогул есть про что поговорить. Пан Антонович, тоді я дозволю почати, поскольку я мав уже назапасилася певна кількість питань ще до того, як ви прийшли у эту аудиторію. І я, може бути, буду вчити, так як мені здається, тематично я не одному відповідаю. Наприклад, одне питання дотичить вашей непосредственно творчости, а другое має такое теоретико-литературное
гучанні. Питання теоретичне. Як ви лічите, наскільки тяжко письменнику знайти свій жанр, а то, що дотичить вашої творчості, питання таке. Ви були організатором і керівником драматичного гуртка у Родній вёсці Загора. Однак п'єса, драма не стала вашим жанром. Ось як письменник знаходить свій жанр і чому драма не стала вашим жанром? Ну тут, покуль дошло до розуміння жанрів, так писати раней почав кожен з нас. Тоді вже розбирався, де куди ткнуть, що, де жанр який. Ось. Ну, звичайно, вірші. От. Я був найвеликшим поетом у школі нашій. Є таке містечко Турець поміж Міром і Карелічами. Я там учився в семигодці і писав вірші. Звісно, вчилися ми по-польську і писали по-польську, а по-білоруську я почав писати і вірші, і прозу, як тепер от міркую, доволі рано, тому що вірші десь з годов з 10-11, а прозу з годов 16 почав. І саме от моє перше оповідання, то як маленький, написано, коли мені було 19 годов. Перед этим есть, там, так сказать, оповідання «Сьогодні дяди», 18 годов. Для прозаїка гэта доволі рано, але знову ж це вельми умовно кажучи, бо от візьміть, хто задумується про те, що п'єса Лермонтова «Маскарад», яка до цього часу тріумфально не сходить з многих сцен світу, написана тоді, коли Михаилу Юрьевичу было 16 годов. Ну, это был час, який-то... Я вот теперь читаю Честертона, и там, значит, я люблю комментарии читать. И там подаются даты життя многих великих людей. І думаєш, боже мой, як же мало вони прожили. 40, там 30 з нечим, поміж 30-40 і так далі. Значить, вони, видать, просто раней починали, і раней, перш за все, розвивалися раней. Значить, люби з великих починав значно раней, чим починав той, що лічить, що він почав вельми рано. Я про себе маю говорю. Ось. А потім уже почалося, так сказати, ознайомлення, а сумленно, так кажучи, щиро, коли говорив Пушкін про Онегіна, не мог он ямба від хорея, як ми не бились, отличить, мене самого заблитать у этом вельми легко. І я не лічу, що це нашему брату обов'язково все це ведать. Вот. Значит, я говорю, мы все-таки перш за все практики. Иван Антонович, вы не говорите такую крамолу, они на экзамене скажут. Вот. Скажут, классик нам сказал не ведать. А ви тоді їх попросіть показати твори їхні. Попросите. Вот, коли покажут, тогда не будем. Да. Далі, я не пам'ятаю, другое питання у вас там було. Чому драма не стала вашим жанром, хотя бы А, да. организатором гуртка драма? Ну что вы, боже мой, это ставили. Это была одна з таких форм національного протесту у Західній Білорусі. Значить, молодь ставила спектакли. Значит, от вёски до вёски ездили, ходили мы. Значит, выезжали на вот так званые гастроли. Я вот называл местечко Турець. Мне было вельми приємно в школе, значит, я удельничав много в этой самодеятельности школьной, а наставницей протягивала працевать у школе. Мне было вельми приємно показать, вот мы без вас обошлись, як даем, так сказать, этом самом. Писать п'єси. Я починав, навіть і п'єса ніка була одна, але я вельми скоро
адчуў, што это не маё. Нават першая кніга, от моя апавяданні, яна складалася з апавяданняў і вершаў. І мой рэдактар, Кандрат Кандратович Крапіва, паглядзеў тое і тое, кажа, давайте пакуль што будем прозу пісаць. І дзякуй яму, я і да гэтага часу гэтага пакуль што трымаюся, так сказаць. Вось, хаця, ну, Сідайте там на приступках. во всякім випадку, драматургам не так просто стаць. Мы бачым, як у нас, так сказаць, яны на пальцах лічаныя. Значит, там Крапіва, Макаёнок, ты самый... И Курейчик. А? Нет, не перескакивайте через это, через выскочила. А? Дударов, ну это все побочные, а я маю магистральную эту линию, значит, Крапіва, Макаёнок, Дударов, и теперь, видать, это дай ему Боже поспеху. Молодый, я, правда, на сцене не бачив Курейчика, але читав його в полемі, це драматургія. І тут одразу, це так само, як з дитячою літературою, скажімо, для дітей можуть, як би цим би писати усі, але це далеко не так. Для дітей писати можуть тільки люди талановиті для дитячої літератури, так само і для драматургії. Вот, так що, пробачте, не вийшло. Це буде наступний етап ще буде. Да. Ну, наступне питання, в принципі, зв'язане з попередніми. Энциклопедия подает, что у вас были псевдонимы такого сатиричного гучання, як Петрусь Дубець разом з Костющом Киреенком, або Іван Астюк. Але сатиричне, саркастичне не властиво вашому стилю і вашому почерку. Яка їх історія цих псевдонімів? А Боже мой, это працуючи спочатку роздавим фашистську гадину, а після в вожику чого-то мені приходилося писати. І вже, так сказати, туляєшся за цими псевдонімами, значить, практично, ну, не було ж людей, нема кому писати, так сказать. Бывает, что один-два человека заполняют номер, так он уже выкручивается под всякими псевдонимами. Я выступал и с Киреенком, и с Тавлаем, значит, и с другими, значит, и приймались тоді і в партизанському друку, так, но там это зміркування, значит, безпеки все-таки, сім'ї були, правда, в сімейних лагерах, но були, значит, і сябри, і там і свояки у партизанах, і треба було просто ховатися за псевдонімами, значит, часами наивно ховались, но все-таки ховались. Это просто такое шелуха. Ви згадали війну, і наступне питання спрямуються на воєнну тему. Війна доволі далека річ для молодих людей, і я, працюючи вже 10 років зі студентами, бачу, що сприйняття війни, опошньої та Великої війни, все більше і більше робиться таким історичним. Це як факт некої далекої історії, яка нібито непосередньо не дотичить. Разом з тим, актуальна є дискусія, як цю війну називати. Називати цю війну Великою Чинною війною, чи називати її Другою Сусвітною війною. Ось як ви відкажете на це питання? Як більш історично справедливо називати цю війну, і чи є різниця в цих назвах? Ну тут навіть тепер уже здараються такі у двукості філософські претензії до війни. Значить, сміється білорус з білоруса, чи з білорусів, і говорить, а наш народ, аби йому війни не було. Не ведаючи, що це означає, значить, була війна. Такая война теперь, которая не дает нам спокойной старости, теперь вспоминаются все эти выпадки, так сказать, и боев, и ну, після ще от мені разом з Адамовичем і Колесником додалося гэта після тих шматліких гутарок по всій Білорусі, коли уявляєте собі, що таке, коли розказує
старенькая жанчына, якая была ў вайну маладою маці, як на яе вачах так забівалі яе дзяцей. Тут не да смеху, тут не да філасофіі ў двукосі, значыць, што абы не было вайны. Сапраўды, абы не было вайны. Калі чалавецтва нарэшце навучыцца вырашаць пытанні, значыць, самыя большыя, таким чынам, каб не доходило до найгоршага. Вот цяпер што ў нас злоба дня, это Америка и Ирак. Я гляджу на гэтага самага Буша и думаю, каб табе один раз добра попало где-нибудь, ты был бы разумнейший все-таки. А так, ну что такое Америка, которая на своей землі не бачила этой войны нічога, и он лічыць, что он мае право вырашаць, так сказать, своими самолетами и линкорами справы, так сказать, войны и миру. Это жахлива. И сапраўды, дай Боже, так сказать, каб яе не было як найдаўжэй. Добре, Іван Антонович, а як глядіць от на це, що цей монстр погрожає всьому світу? Я маю на увазі Кучеренка. Розумієте, тут і так Гітлер у свій час не спів. Дмитрий Яковлевич, дорогой мой, я вот часами задумываюся, а хто кому дав право на гэтую зброю знішчення? Америка її має, Росія має, значить, а хто-то не має права на неї. А право дається в даному випадку все-таки не, так сказать, по неких законах, а по законах войны. Уже ж от дошло, бачите, уже и Китай, и Индия, и Пакистан, усе. Ну так чому и гэтые уже лезут, так сказать. Вот. И думаете, как не было этой зброї у других, у тим ліку в Америке, не была б яна такая храбрая. Іван Антонович, що б там не було, а таких монстрів треба спиняти. Но я не думаю, что вы лечите, что я подтримливаю их. А? Выступать супроць вайны не абавязкова азначае падтрымліваць тых, супроць каго гэтая вайна могла быць накіравана. Іван Антонович, пытанне, тут група пытанняў, яку можна сфармуляваць так. Мастацкі твор і ва ўспрыняцці, і, відаць, у напісанні падразумевае тое, што у нашай філалагічнай навуцы і мастацтвазнаўстве в Гугле называецца катарсіс, некае ачышчэнне, аблягчэнне. Пытанне такое задаюць студэнты. Ці станавілася вам лягчэй пасля напісання вашых твораў? Напрыклад, такіх як «Штукі папка», або «Балючае і дымнае» і іншых. Ці становілася лягчэй? Станавілася лягчэй. Ці было гэта нейкім Ачышчэннем. або зняццем напружання душевнага? Ну да, было лягчэй, але все роўна по вялікім рахунку застаецца і надалей, что есть еще много того, что не сказал и что обовязково треба сказать. А полегко это ненадолго тривало. Так сказать. И дякую Богу, что ненадолго. Так сказать. Треба все-таки, як вам сказать, ну вы розумієте, в чому справа. Написав, і як биться би легчей стало. У нас, правда, нема такого, це, здається, з усіх конфесій християнских одни католики лічать, что, значит, споведь сапраўды здымае вину. Мой польский сябар, письменник, неуважный Флёрден, до речи, самый близкий друг Володя Караткевича, они разом кончали Киевский университет, так он казал, что у его невестка кашубка. Ну, это народность невеликая в Польше, на ўзмор'і. Яна пойдзе ў касцёл, паспавядаецца і прыходзіць з поўнай упэўненасцю, што ўжо ў яе няма ніякіх грахоў. Вот. У нас, скажем, што б ты ни гаварыў, як бы ты ни каяўся, все-таки гэта застаецца. Грахі застаюцца, і яны самі пра сябе гавораць, самі, так сказаць, не даюць супакоіцца. Вот. Я маю на увазе, ну, что такое грех? Это помылка, так сказать. Помылки в житті, которые не выправишь. Правда, я один раз засмеялся в цирульні, чекав чарги, коли ще
Давно это было, коли можно было в цирульне поголиться. Теперь же нигде не поголишься. Вот. И вот крокодилы лежат. И там в одном крокодиле, значит, такие афоризмы, значит, ошибки молодости лучше всего исправлять мемуарами. Значит, можно там выкручиваться, как хочешь, так сказать, то же самое. А? Да. А покаяння сапраўднага такого, значит, и при тем, чем высший талант, возьмите воспоминания Пушкина. Верш, когда значит, где он пишет, и нет отрады мне, нет все-таки отрады. Это 30 годов, мужчина, 30 годов у наш час, это лечится вельми молодой человек. Значит, а письменник, так наогул молодой письменник, это еще и в 47 годов, так сказать, это самое. Вот, так, чем больше человек вострее это отшивает, тем большая значность его и таленту, и человечной его, значит, истинности. Дякую. Мемуарно включивши тепер пам'ять, скажіть на питання студента, ці ніжні байдуни – це 100% реальність. Ті образи, які в ніжніх байдунах ви допрацьовували, ці покинули без ніяких змін. Ну, это такой вёски нема, конечно. Многих таких людей нема, и они под псевдонимами уже. Значит, режиссер русского театра нашего, Горьковского, Лысенко, хотел, значит, поставить нижние байдуны. Я его упросил, а потом запротестовал. Кажу, меня ж забьют у своей вёсцы просто тады. Значит, коли не живые сами герои, так живые их дети, внуки. И после, скажем, у вёсцы, там у кого якая примавка, все же это всем ведомо. Вот. Это просто с нескольких вёсок Новоколля, а в основном со своей вёски, из других ближайших вёсок, значит, тое, что здавалось смешным завсёды, так сказать, и что потом у меня про это писали наши поважанные критики, значит, некоторые, что это у меня была реакция на «Я з вогняної вёски». Значить, Адамович після этого, як ви пам'ятаєте, ще узвалив на свою душу такий колосальний тяжар – це блокадний Ленінград. Колесник не протягивал в этом плане. А меня потягнуло страшно на, значит, на некий такий нервовый, коли хочется, смех очищения, смех отпочинку души, и что. Я помню, после этого, это была осень 1974 года, я был в Испании, ну, группа наша была человек 15, так все дивились, значит, что это письменник записывался, а дидя записывая. А я просто робил накиды оповести, так сказать, там, у Испании, значит, але думал уже про то, что... Ну, конечно, есть речи, яких не придумаешь. Коли говорится про то, что народ, там, скажем, народная песня, народ принял, народ не принял, народ смеется, народ, значит, там, скажем, философствуя, там, так в этом отчувается такое, что не один же кто-то, а многие там, той, значит, тебе запоминается, и после наступает такий приємний вельми період уже праці над этой речью, что ты починаешь у гэтым ключи додумывать и сам нечто. Вот. Есть такое, что мною придумано там. Потому что я завсёды был так больше з веселых людей. Значит, и в сенсе жартов, в сенсе там всяких. Вот Дмитрий Яковлевич мог бы подтвердить, как мы разыгрывали один одного у Норильску.
Значить, то, Это уже другая сустрэча. ну да, но справа в тым, справа от дагэтуль, скажем, ніяк не догадаються, хто гэта написал этого самого сказ про эту самую надо. Но мы же знаем, мы знаем этого человека и знаем, як он умеет смеяться. Скажем, вот, значить, хто живий, а хто одійшов, ну, ми його як живого пам'ятаємо. Я пам'ятаю, ми виступали на телебаченні в Норильську, а тоді ми жили, значить, 6 чоловік у двох покоях по 3 чоловіки. І зверху збіг автор этого самого до нас і почав говорити від ім'я глядача, слухача Норильского про наше выступление. Говорит Сергею Ивановичу Гроховскому. А тогда подсуни мне эту трубку. И я чую, Сережа говорит, конечно же, аромат родной речи и так далее. Значит, это самое, понимаешь. Вот. И не только, так умели разыгрывать, что ну, тут нужно было бы отхилиться надолго от темы. Вот. Прошу вас. Дякую. Таке питання. Скажіть, коли ласка, який літературний твор ваш чи іншого автора вам найбільш дорогий? Ей-богу. Традиційне питання. Ні, часто то буває питання, і воно не тратить своєї такой свежести, своей наивности, так сказать. Ну, як это я могу сказать? Вот у меня 3 детей, 4 внуков. Кого я их наибольше люблю? Куди не кинешься, не успеешь одного похвалить, уже другие, а я. Значит, это самое. Конечно, бывает, что, ну, вот недавно написано это, здається, что это вот лепше. А потом переходишь до того, коли нечто почнешь новое, от это то будет, это уже так же добре и так далее. Коли можете, позбавьте меня от этой необходимости выбирать. Добре. Наступне буде питання про таку, в кожному разі, немаловідому сторонку, ці там сторонки вашого життя. Летось була видадена книжка Гірша Смолера про Мінське гетто. І так здарилося, що я говорив з сином Смолера, то мені показував записи батьки, і там є такі записи вже в останні дні його життя, коли він жив у Ізраїлі, що на все життя, вот, до самої могили він заховав пам'ять про 2 своїх найлепших сябров, про 2 найлепших білоруських хлопців, Янку Бриля і Максима Танка. І ви можете про це сябровство нечто розказати? Могу и много, коли хочете. Значит, я недавно прочитал эту книгу у перекладе. Я думал навіть, что это Микола Гиль, а это сын Миколы Гиля переклав. Значит, мне было вельми приємно, что Гирш пам'ятає мене і пам'ятав там. Это якая тесная земля, и какие бывают такие нечаканные хитросплетені льосаў всяких всього. Я прийшов у партизани і вельми хутко побачив там вельми цікавих людей. Уявляете, що то прийти на Ліботську пущу в землянку і довідатися, що вот этот чоловік, это невеличкий, такий он невеликий ростом, що це друг Максима Танка, Тавлая, Пестрака і так далі. Значить, это вот був Гирш Смолер. Ну, правда, ён от гэтай, так сказать, симпатии до меня там трохи наплёў, так личного, скажем, нават до того, что я служил, правда, в морской пехоте, или морская пехота, это все-таки пехота, а не, значит, значит, а он пише, як это я на Балтиці воевал, значит, с немцами. На жаль, у поляков таки был флот, что он просто так само, як самолітів не бачили ми. Перші дні бачили, потім не бачили. Так само не бачили ми польських кораблів на морі. Значить, і обороняли ми море з суші. Вот. Ну, это наша вже, так сказать, особиста справа. А мені було вельми приємно. А хлопці його 2 сини, які то Саша, Олександр, Саша, да, він тут був у Мінську, але ми, на жаль, не зустрілися. Значить, я добре ведаю його жонку Валя Найдус, вона історик, значить, цікава, так сказати, жінка. І от 2 сини його.
А асабліва, вы знаете, ўжо калі чалавек доходзіць до якога-то, так сказать, узроста, як у мяне, значит, тады вельмі хвалююча успамінаюцца добрыя людзі і добрыя справы. Вот до таких людзей належаў і Смолер. Я помню, я был один час у разведцы у партизанской, мы наскочили на засаду, и я застал, я пришел в землянку там докладывать, а Смолер маленький кричит перед начальством великим. Тем лику у нас же Царук, герой Советского Союза. Вы о кадрах думаете или нет? Это значит, что вы посылаете в такие небезпечные, значит, я працаваў у рэдакцыі, ну раптам мне захацелася з разведкай, з якой я прыйшоў у рэдакцыю паехаць, і трэба ж было собіла на засаду трапіць. Ну так такое ж успамінаецца з якой-то такой удзячнасцю да старэйшага сябра. Тут ёсць, Іван Антонович, цэлы спіс такіх пытанняў прыватнага, можна сказаць, інтымнага характару, ну вядомае. Ну як гэта, каб столькі дзяўчат, ды не было такіх пытанняў. І пытанне такое. Ці здаралася вам траціць галаву ад кахання? Якія дзяўчаты вам больш даспадобы? І калі можаце расказаць пра сваё першае каханне? Ну тут же не бывае такого зборнага кахання. Найбольш падабаецца тая, які-то перыяд пэўны, значыць, в якую закахаешся. А потым глядзіш, што і брюнеткі нічога сабе, так сказать, понимаешь, і так далее. Значит, ну что, это такая складаная материя, вот, что тут можно много говорить, и заўсёды не все скажешь. Вот. Я вот, бачите, и разгубился, и думаю, что же это? Да, з якой пачаць, да. З якой пачаць? Найпрасцей пачаць самай першай. Я помню, я быў закаханы у сваю племянніцу, ёй было 3, а мне 5 гадоў. Такое каханне было, што куды там, понимаешь, это самое. А далей уже пачаліся всякие помылки и все такое, так сказать, это самое. Скажіть, будь ласка, якое почуття або який душевний стан, який настрой ви любите переживати? Який для вас натуральний, який любите? Это вы не специально по соседству эти два питання поставили, значит, да? Як записати? Ага. Ну як это все? Добре, коли добре, дрэнна, коли дрэнна, просто кажучи. А дякую Богу, много ж у житті такого, що одно на другое не подобне. Значит, там порадовался тому, там тому. Вот. Надвор'я впливає. Ну, надворье, тут правда душевная. Я недавно читал одни мемуары. Один наш молодый поэт, вспоминая, як он сустракаўся со старым поэтом туркменским, Бердыкер Бабаевым. Были разом у Гаграх. Значит, и каже, мы, звычайно, больш за все говорили про надворье. Я думаю, каб ты скіс, понимаешь, да? Два поэты, якія говорят про надворье, так сказать, это самое. Вот. Ёсць про что говорить. У меня было много сябров. Мы вот недавно с Ольгой Васильевной тут вспоминали сябров, яких давно уже нема. Значит, и як яны як просыпаются в памяти такими живыми, раптом проснешься и почуешь рогот Максима Танка, так сказать. Здоровый такие, значит, это самое. Вот. Ці другие сябры. Вот. Многое вспоминается, и многое допомагає жить и теперь, так сказать, тому, кто застался. Не треба только про погоду говорить, а про нечто іншее, важнейшее. Ну что там по соседству? Не про надворье, а про
пісьменнікаў і іх ўзаемаадносіны паміж сабой. Вот ёсць пытанні персанальныя, і я не ведаю, ці вы захочаце на іх адказваць, это ваше рашэнне будзе. Ёсць пытанне пра тое, як у вас складваюцца цяпер адносіны яшчэ з двума народнымі пісьменнікамі, з Васілём Быкавым і з Іванам Шамякіним. Корректные, нормальные, сябровские отношения. Корректныя, нармальныя сяброўскія адносіны. З Василем я вже давно не бачився. Значить, і він же, так сказати, як почав свої заміжні еміграції, так і не показується. А Іван Петрович, тепер моя дочка, яка працює у видавецтві мастацької літератури, якраз редагує його збор творів, так вона частей тепер, значить, каже, Іван Петрович привітання передавав. Ми вже дійшли до такого, значить, периода своего развития, что мало ходим, а больше телефоном користаемся. Вот. Конечно, вспоминая с Шемякиным, я знакомый с 45-го года, с конца 45-го года, а с Быковым с конца 56-го года, поздней. И он был на нараде молодых, значит, в 56-м году, где обмерковывались его оповедания. А пасля, значить, почалося його це узиходження, і, скажімо, журавлиним криком, і третьою ракетой, і, звісно, так сказати, якась кульмінація, значить, своєособлива, це «Мертвим не боліть». Ви, до речі, не бачили, в «Народній волі» друкувалося письмо в оборону Бикова, значить, коли його штурмувала критика страшно за «Мертвым не болеть». И мне было приемно вспомнить, что я был так само сярод тых, которые заступались за его. Вось. Нормальные, хорошие сябровские отношения. С правом кожного з нас на свою думку. И, так сказать, наприклад, коли мне что-то не подобається у творі там, таким чи таким у Шемякіна чи у Бикова, я ж маю на це право, так само, як він має право так писати, розумієте? Дай Боже, каб жилося і сябравалося. Ще є шераг питань про молодих письменников. А питання оценочного характера, кшталту, ці подобаються вам твори сучасних молодих письменников, да, просто просьби о пораде. Что бы вы пораили молодым сучасным письменникам? Перш за все, уявіть собі таку лічбу. Звыш 500 членов Союза письменников и после неформальные те, значит, организации драбнейшие, значит, там, и які видають свої часописи, мають навіть свої узнагороди. Значить, ви уявляєте собі чоловіка, який все це прочитав чи ні? Я належу до заядлих читачів. Значить, я весь час споборничаю со Сталіним. Казали, що він мог прочитувати 150 сторонок у день. І я приблизно стільки читаю у день. І, значить, і кольки б не читав, усі ровно не могу сказати, що я усіх ведаю. А каб говорити щось, треба ж ведати. Значить, уже починаєш, або ніяк випадково зустрінешся з чоловіком. Бувають такі випадковості. От на сході 19 студеня підійшов до мене мужчина середніх годів, каже, чи можна вам спрезентувати мою книжку? Я кажу, як це можна? Я з приємністю, так сказати, візьму у вас і все таке. І він почав підписувати, а на викладці мені мільгнуло прізвище. Я кажу, а ви з Льонею Ліхтаровичем часом, які у вас, так сказати? А це мій батько. А Льоня Ліхтарович – це відомий партизан, такий пригожий молодий мужчина, який вельми рано помер на 47-му годі життя. Ён мастак, і ён приймав уділ у оформленні першої експозиції музея філіала Колоса у
в Миколаївщині, там, в Альбуці, значить, в этой філіалі. Значить, это, я сказав, героїчний партизан, він особисто пустив 19 німецьких ешелонів під откос. Уявляєте собі, що це значить? Вот. И это мастак и фотограф-мастак Георгий Лихтарович. И я, значит, он дал мне эту книжку, и вы знаете, я за салоной прочитал книжку Мастака, книгу вершев Мастака. Это уже другий випадок після, значить, Мастака Сітниці. Такий є видатний мастак Сітниця, який просто здивив нас усіх старейших своїми вершами в полемі. Яка висока культура, так сказати, і техніки поетичної, і душі. Ось. Так это мастаки тільки. А кольки, значит, людей, которые... Теперь вот почали люди потрохи признаваться, что и навели денники в житті своїм. Вот друкуется, скажем, у «Народной воли» вспомины в нескольких номерах, вспомины Пташука Небожчика, значит. Оказывается, он пишет, я все життя вел денники. Оказывается, танк вел денники. Один, значит, з наших сябров, старейших, от нема махчимости мне, оказии нема напомнить ему, что он однойче сказал, годов 15 назад, он сказал, по-моему, в наш час денники пишут только дурни. А теперь друкує свои денники, понимаете, это самое. Вот. Значит, так, ну что сказать? Талановитые люди есть, выбиваются одни ранее, другие позднее, скажем, у поэзии. Вот мне молодых Ходанович, значит, выразно так вызначился. А у прозе Федоренко Андрей, значит. Ну а вот той же возьмите драматург этих, которого мы называли, тут, так сказать, Курейчик. Это же з'яви. Значит, и совсем нормально то, что многие отсеются. Потому что, так сказать, ну и у нас это вельми танно, там 2-3 вершики и уже в член Союза. Понимаете, это... А? Не так, а быває... Ні, а буває ще легче, ще горш. Нічого не напише, як Анатоль Білий, і член Союза, понимаете. Вот. Так что, да. Вот. Это не значит, что я хочу девчат отполохать от поэзии. Их не отполохаешь так, как не отполохаешь от молодости, от кохання и от поэзии. Дай Боже им, значит, поспеху, так само, як хлопцам. Вось, але нешта такое сказать больш пэўнае, чым уражанне чытача, а я ж не толькі маладых читаю. Я читаю и старых, и бывают такие старые, что уже аж где-то там до народження Христова починав, понимаешь, это самое, да. Вот я назвал Честертона, я вот теперь читаю, значит, это самое. Читал вот опошнее, что книжка, значит, моей сябровки уже давней, значит, Алены Семеновны Василевич, новая книжка. Кто не читал, рекомендую. У нас часами, так сказать, про одних кричать, а про других молчать. А это такая, про которую больше молчать, але сапраўдная, так сказать, сапраўдная письменница, сапраўдный, значит, прозаик. Вот у новым полымі, значит, у першым нумары гэтага полымя новага мне параіў Арсен Лис прочитать артыкул Андреюка Серафима Антоновича. Я вам просто рекомендую, почитайте это огляд сучасной прозы с 86 по 2001 год, на яким это высоким узроўні зроблена такой цвярозасці і, значит, огляд досягненняў і недахопаў. Вось. Ну, а так,
Дай Боже, каб як найбольш сустракалася таких людей, про якіх можна сказаць, што гэта, так сказать, ад Бога і што гэта будзе. А памыляцца в акрэсленнях мы все можем, так сказать. Кагосьці вельмі захваліш, а потым, так сказать, вот. Притом на ходу так это все. Я помню, после войны, коли там наперечет все было, значит, вот в один день нас с Мележем примали в Союз письменников на завтра после перемоги, это 10 мая 45 года, на завтра. Война кончилась, значит, и мы были 43 и 44 по лику. Теперь я сказал 500, а тогда 40 человек было в Союз письменников, все наперечет были. И вот молодая наставница приехала на нараду молодых за повестью. Ну, не было просто про что говорить до этого, а тут раптом нечто з'явилося. Ну, и мы почали тут чепились за эту повесть. Значит, и выступая, таки был у нас маринист, письменник Миронов Александр, вельми колоритная фигура, челюскинец и так далее. И он каже, это, каже, хорошая речь, и он по-русски писал, так я не говорю по-русски, вот у вас это хорошая вещь, но ее следовало бы еще раз переписать. А она сидит уже с неким кавалером, и уже за щекою цукерка, и каже, мне надоело ее переписывать, может, тут у Союзе кто перепиша. Вот. И на этом ее, так сказать, ведомость и популярность закончилась. Понимаешь? Так что и так бывает, понимаешь. Прошу вас. Скажіть, будь ласка, а ці завсюди ви жили у мірі і згоді з вашими героями? Ці старалися вашим героям денничать по своей воле, супротив воли ведомый автор? Ну, это второе, як Светы кажут. Татьяна меня подвела, як казал Пушкин, вышла замуж. Что-то самое, да. Вот. Ну да, ну як примушаешь кого-то дзейнічаць неадпаведна, так сказать, его характеру, так тады ён упираецца, и добра, калі ты, значит, як найхутчэй гэта зразумееш, што не трэба з яго рабіць тое, што не ён. Это бывает. Скажите, а что письменнику дає творчість у суавторстві в порівнянні з індивідуальною творчістю? Вот який ваш досвід супрацовництва з Олесем Адамовичем, Владимиром Колесником? Як це вам вдалося як письменнику? Ну, есть такое у Чехова, у записных книжках, говорит, что сотрудничать с кем-то не то, что нужно, потому что, говорит, ну как нельзя вдвоем играть на скрипке, так нельзя, значит, вдвоем что-то писать, повести, это самое. Ну а то, что мы робили у трох с вот, Адамовичем и Колесником, книгу «Я с огненной вёски», так тут же совсем другого характера. Это, так сказать, работа больше журналистского плана, так сказать. У нас было строго поделено, значит, Адамович с магнитофоном, значит, репортер, магнитофон такой, Колесник, фотограф, эта книга оформлена его фотоиллюстрациями, а я уже, так сказать, с блокнотом для некой координации всего этого, значит. И у нас у кожного засталося, так сказать, за пазухой штосьці тое, что не пошло ў книжку. У меня некалькі навел есть, так сказать. У Адамовича, так сказать, после гэтага падмацаваўся ён нашим чытаннем документаў Мы записавши все эти, значит, размовы, а это 72 километра пленки, уявляете себе кольки. И это требовала у нас старушка, пенсионерка, значит, машинистка,
перадруковувала, треба було їй надиктувати, то 5-10 раз вертаючися до хрипатого голосу якої-небудь бабки 94 годи, яка розказує, значить, все це передрукувати і так далі. Ну, це чисто технічна справа. Значить, от я заблитався нічто. Значить, А що засталося в кожного? а, у кожного за столом ще нечто для себе. Значить, ну, Адамович написав Карнікаў не одразу після «Я з вогняної вёски», бо ми, дякуючи чоловіку, який живе і до якого ми всі, і плюс ще й Биков, відносимося з повагою, це секретар ЦК був Кузьмін, значить, Олександр Трифонович, який, значить, під кінець, побачивши, що ми робимо, він нам почав допомагати. Значить, і я дойду трошки, я много наговорив, так це то. Поможіть мені трошки, як ви сказати питання? Что это дало вам для вашей письменницкой досвіду праці? А, да, это дало вельми много, хотя мы, да, вот я теперь, значит, что мы, закончивши сбор материалов, значит, звернулись до Кузьмина, каб ён нам допомог заглянуть в архиви КГБ. Як же виглядає тое самое з боку ворога? Скажем, бабки, пераважна малапісьменныя або непісьменныя, пра гэта расказваюць, но яны ж не знаюць, дзе, што, як, якія там часці ваенныя ці што. А нам, значит, далі магчымасць чытаць архівы, а справы, уявляеце, от справа якой-нибудь карнай часткі якой-то нямецкай, і там 50 вот таких томов справа. І все гэта мы, значит, залезем, паколькі Колесник, он у Бресте жил, так мы, значит, только с Адамовичем читали. И вот я, як потім гляджу його і той самою «Карніки» або кінофільм «Іди і гляди», і мені видно, що як це откуль взято, значить, архивов у этих уже по линии нашей разведки, контрразведки, КГБ и все такое. Вот. Так, конечно, это дало, это вельми много дало. Скажем, от ездить по Беларусі, ми собі не уявляємо, на якій цудовній землі живемо. Скажем, от поматляться так, полезться Витебщиной, скрозь это все, і поглядеть, які пригожі, скажем, ляси дубові на Дубарцю, ці які, значить, там, ну, ми там ми були і раніше, но більш пильно це так поглядалося. Значить, гэта дало нам вялікае вывучэнне зямлі роднай. І пасля людзі, это ж людзі, і притом людзі, ва ўсіх іх была гутарка на такім прадзеле, па-руску кажучы, шчырасці ўжо. Чалавек расказвае, ён дачакаўся. Нам нават такія рэчы говорять: хлопчыкі, а дзе ж вы дагэтуль былі, чаму вы так доўга не прыязджалі? Да, конечно, засталося много, и дагэтуль еще, так сказать, успоминается этого. Вот. И не все вспомнится так, как не все было рассказано. Вы уявляете себе такую дорогу, вот 9 километров дороги поміж двумя райцентрами Витебщины. И на этих 9 километрах 5 вёсок так дашчэнту знішчаны, што ніякага следу няма па 5 гэтых вёсках. І калі вот цяпер часам ідзе гутарка, значыць, пра могілкі гэтыя, немцы хочуць наладзіць, пакрыць нашу зямлю сваімі могілкамі добраўпарадкаванымі. Па-першае, все роўно як у дакор нам, як мы не ўмеем самі сваіх шанаваць. Так часамі думаеш, боже мой боже, 9 кілометраў, 5 вёсак знішчаных, дзеці, старыя, жанчыны, значыць,
А могилки робить, якія, чиє? Это страшно вельмі. Страшно, страшно. Это... І знов же от і вспомним тое, з чого ми починали, що аби війни не було. Что там? У меня такое выражение, что вы тасуете карты этой записки, там кое-что обминаете, так сказать. Не? Не? Наприклад, у нас питання, чим ви захопляєтесь? Може, ви, наприклад, малюєте? Чим у вас захоплення? А? А кроме литературы? Не, я, ну, я это самое, я з неким таким легким недовером отношуся до людей шматгранно таленавітых. Ён і малює, і реже, і пише, і все, значить, і хотілося б йому сказати, займався б ти, браття, чим-небудь одним. Вот. А прочто вот письменницкого, скажем, и читацкого, я заядлый читач все жыццё. Значит, и пасля я вельмі любіў падарожнічаць. І я быў недрэнным спінінгістам, але, значит, все гэта у мяне адышло заўчасна трохи, скажем, вот я уже больше 25 гадоў, ноги хвареюць у мяне, значит, ну, нема. И пасля я с таких неудалец, знаешь, такие вот тяжеловоз, таки, значит, вилы, гной накидать, это я могу, так сказать, орать, косить. А как это каким-то майстерством заниматься, вот мой же друг Колесник, значит, левша, он и слева, и справа, и он и столер, и резчик, и игра, и это самый, и мастак, и все, что хочешь. А я вельмі завідую, калі хто хороша танцуе. І калі вот часамі на літаратурных сустрэчах выходзіш і думаеш, господи, навошта это пакута нешта гаварыць, адказваць, а каб раптам баянды ўрэзаў, понимаешь, на баяне, понимаешь, вот. Значна лепш было бы. Так што ў мяне асабліва ніякіх хобі нема. Вот, ну, живу, просто живу, так сказать. Вот вы сказали, что зайздростью вы глядите на людей, где добро танцуют. Как раз есть питание, как вы ставите этой зайздрости, ці знайомые вам к этой почуттю. Вы уже фактично... Конечно, да, як это. У нас вот, я з великой семьи, я 10-е дитя в семье. Значит, 3 померло маленькими, 7 выжило, а теперь я остался один только на этой самой. И вот на 3 года старейший за меня брат Миша, так он и танцевал, и на 2 коньках выраблял, як все равно фигурист, и все это такое. И я с зайздростью всюду на это глядел. Была, вот помните, такой математик, президент Академии наук Платонов наш. Якое это была великая урочистость некая в оперном театре, и пасля яго, значит, почалися танцы. І я поглядел, як гэты математик узял с хора Титовича такую гнуткую девчинку и пошел на мелодию эту, а я прилягу, пошел вальс. Думаю, Господи, а кто Гоголь сказал, почему ты мне не дал такой бекеши? Зайздрость вядома, но могу вам честно сказать, вот, коли говорить про зайздрость до сяброў по литературе, она, дякуй Богу, николи не была черной у меня. Вот. Скажите, а такое питание, ці верите вы у забабоны, и ці верите вы у Бога? Что вы верите? Ну что-то вы все разом смешали. И забабоны, и Бога, все такое. Вот. Я недавно выступал с великим интервью в газете «Белорусская деловая газета», и мне было зададено такое питание, значит. Я отказал, я не належу до ніякой конфессии, але я и не атеист. Я, значит, маю гонор где-то годов с 15-16 отчувать великую тягу до
агульнолюдской философии, значит, и китайской, и индуистской. В этом сенсе мне много допомагали работы Льва Толстого, его компиляции этих самых вот круг чтения на каждый день. Значит, після було такое русское видавецтво «Посредник», яке видавало библиотека «Посредник для народа», невеликие книжки, скажем, там Сократ, Спиноза, Вольтер, там Монтескье, понимаешь, о том самом. И я думаю, что у поляков есть такое хорошее слово «вольномислитель». Вольнодумець трошки не тое, так сказати. Тут, може, і Гоголь припсавав, бо в його Шляпкін-Цяпкін теж вольнодумець, значить, ти був. Значить, я просто, от що дотичиться релігії або відсутності релігії, я лічу, що люди еще вельми много, значно, непоравнанно больше не выяснили для себя. Значит, у сенсе, ну вот, скажем, католик свое, православный свое, в христианстве нават. Вот и мусульмане, потом индуисты, потом, значит, буддисты, все, что хочешь. И кожный лічить, что он, бачите, вот теперь что дошло, что, значит, молодые люди, вот это, что в Москве было, это самое, концерт, это был чеченцами, значит, заблокированный там. Эти бедные, несчастные девчатки, они, конечно, их и шкода чеченок этих, они стратили своих родных, и она этим своим дурацким пистолетиком стоит вот так, а потом лежит отравленная, значит, и они ж упевнены, что нават мужчины, хлопцы, у которых больше скепсиса, чем у женщин, у мужчин. И он говорит, что он будет сегодня в раю. До какой ступени оглупления доводит и религия, все-таки, так сказать. Это же страх подумать, значит, быть, вот это все, у японцев камикадзе, это же так само религийное у японцев, а теперь вот эти самые, что взрываются, а мусульмане все это жахливо, а это ж все, так сказать, отворотный бок этого религийного медаля, значит, что вот беда в чем. И коли это с этим всем кончится, видать, ни Бог, ни черт, никто не знает. Жах. Скажіть, будь ласка, чим займаються ваші внуки, які у вас з ними відносини? Могу, мне это приемно завсёды говорить. У меня 4 внуков, старейшая, першая внучка. Яна, коли народился другі внучек, так яна на кухне долго плакала, что теперь ее любить не будут, а его будут любить. Яна наставница молодших классов, працує и добро працує в 4 школе Минска. И мой молодой друг Володя Говдик, и он редагує Березку, и он, значит, видає лесовик такий. Завсёды все это передається Дануці, її Данутою зовуть. Значит, другий у меня внук, той, над которым плакала она. Мы его вот у Снежні жанили. Отбыл, значит, службу в армии. Теперь учится заочно в політехнічному інституті. І поженились, и они вельми симпатичная девчинка Маша, такая мать русская, батька белорус. Значит, и он працує тое, что теперь модно говорить менеджером, где там, значит, с мужем этой самой внучки. Вот. А далее пошли математики у нас. Значит, у меня дочка старейшая викладає іспанську мову в Ін'язі, теперь інакше називається. Значит, вот мать Дануты, Наташа, она была замужем за поэтом Григором Семашкевичем. Працує у видавецтві
займаецца, значыць, цяпер от рэдагаваннем збораў твораў, прыватнасці, от толькі што канчаецца Купала ў яе, ідуць апошнія тамы Гілевіча і Барадуліна і пачатак збору твораў Шемякіна. Вось. А сын у мяне фізік, значыць, канчаў фізмат, кандыдат, значыць, працуе в Акадэміі навук, і ў яго дзеці абое матэматычна здольныя такія. Значыць, Волечка, цяпер от дыплом піша. Учора мне радасна званіла, што якую-то нашла памылку, якая ў яе была там. Я ўжо радам з ёю. Я кажу, яна вялікая? Да не, я кажу, ну, все роўна добра, што няма яе. Значыць, яна атрымлівае стыпендыю імя Скарыны, значыць, здольныя. И самый наш агульный любимец семейный – это Антон, которому так само уже со жнивня 21 год. Так вот такие внуки. Скажите, переласка, Иван Антонович, открываючи творче уступное слово на юбилейной конференции до 120-годия Куба Колосов у музея, вы говорили про новую землю, про особливое значение этого твора и про то, что як добра, что он выдадзены в одной книзе на нескольких мовах. Але вот ваше восприятие новой земли, ці не ёсць гэта твор такі выключна беларускі, такі абсолютно беларускі, 100% беларускі, цяжкі для ўспрыняцця досвідам іншых культур? Я недавно, вот, как я вышел этой том різний, я перечитывал переклады польские и русские. До польского перекладу я маю певное дочинение. Значит, там я говорено в предмове до этого тома, значит, что я сосватав польскому перекладчику Чеславу Сениху, уговорил его, так сказать, перекласти. И он, значит, поляк, але з певною оговоркой, тому що Владимира Конана вы ведаете, и он поляк, але он двоюродный брат Владимира Конана по мамах. Значит, что он наполовину белорус, так само, и он выдатно ведая обидве мовы. И треба вам сказать, что это досягнение, великое нават досягнение его переклад новой земли. Хай себе она вельми белорусская, значит, и вядома с истории литературы, что на перекладах вельми много тратят творы наших. Вот, скажем, до з'явлення, значит, Юліана, выскочило слово, Тувима, не было Пушкина на польской мове. А тут вот я мог бы вам читать Пушкина по-польску, и вы бы, значит, здивились, накольки это все здорово по-польску зроблено. Русские переклады, там можно, значит, принять без оговорок Исаковского. Хотя так само он трошки, так сказать, не тое. Ну, а там по-городецки и другие, значит, теперь вот я, дякуючи, не помню, кто-то писал, значит, кто-то з жанчын наших литературознавцев, доследование этого, значит, история переклада на русскую мову, значит, там выратовывал поэму такий маловідомий русский поет Семинін, який редагував відомого поета Городецького, друга Колоса, з яким Колос, до речі, посварився з-за цього перекладу, так сказати, настільки це древно. І є такий Владимир Жиженко, наш хороший товарищ, такий хороший літератор. Ён со Смоленщины, так само добре ведає білоруську мову. Апроч того, ён жив
уже жыве весь час тут пасля вайны у Беларусі, ён перакладае новую зямлю. І я вельмі агітаваў Гілепа, які ўзначальвае гэты фонд культуры, што давай закажам. Але гэта, калі звярнуліся да Жыжэнкі, так ён кажа, з 30 тых раздзелаў ён пераклаў толькі 4, а так жа мне і сям'ю трэба карміць, як я магу. А цяпер жа ніякага, скажам, каб далі яму аванс такі, каб ён мог спакойна год ці два. Так вот, сбоку Чеслава Сенюха это просто подвиг, что он, значит, все отложивши, перекладал все-таки 30 этих самых разделов поэмы, и переклад зробленый вельми добро. Мог бы вам додать еще такое вот приемное. У нас разом с Барадулиным працуе над перекладами, значит, нас на испанскую, из испанской на белорусскую, Шерман Карлос. Значит, Янушкевич Язеп, наш вельми энергичный, молодый доследчик литературы, толковый вельми хлопец, значит, говорил со мною над этой вот идеей выдания Тараса на Парнасе на мовах народов свету. 6 уже было перекладов. Я кажу, ну лічба не тая, треба какую-то сакраментальную лічбу, ці 3, ці 7. І я говорю, давай зверніся до Шермана. А Шерман цяжка хворы. Нават цяпер, здаецца, ён паехаў лячыцца ў Норвегію на аперацыю. Але перад ад'ездам ён мне дзякаў, вельмі ўсхвалявана гаварыў, што дзякуй вам, што вы параілі, я з такой асалодай пераклаў Тараса на Парнасе на 7-ю на іспанскую мову. Значит, так вельмі прыемна, што ў нас гэта робіцца. Ось. А так от дамагчыся таго, скажем, ну вот же вялікі паэт во імя Отца і Сына заўсёды пачынаецца з Пушкіна, а Пушкіна за мяжою вельмі слаба ведаюць. Рускую літаратуру ведаюць па Дастаевскім, Толстым і Чэхаве. Значит, вот. Гоголь цяпер уваходзіць неяк у вядомасць сусветную больш. А Гоголь належыць да найбольш таких, ну, вельмі цяжка перакладаць яго. Значит, я ведаю па польскіх перакладах, здарылася так, што я быў у гасцях у польскага паэта Владзіслава Бранеўскага, і ён пачаў шукаць, падпісаць мне сваю кнігу, і не нашоўся ні адной кнігі паэзіі, і ён мне падпісаў «Мёртвыя душы» Гоголя ў сваім перакладзе. Но это все-таки не Гоголь. Читаешь, великий поэт, конечно, Владислав Браневский, а это все-таки не Гоголь. Вот у нас, из наших поэтов, у нас, да, таких, по-русски кажучи, непереводимых, Панченко належить. Тратится вельми много этого самого подтекста, вельми много тратится, так сказать, в его. Вот. Ну и целый шерах других поэтов, значит. Вот, возьмите, Иван Мелеш, и он литерально плакал над перекладом, який робив йому Горбачев Михаил. Не той, который с Раисой, а перед этим был, значит, референт в Союзе письменников, з Витебщины хлопец, халтурщик страшный таки, пройдоха, и он, значит, за все хапался, и вот он переклал людей на болоте, а Мелеш сидел и робил с гэтага переклад сам. Вот такие справы, значит. Так что это вельми великая работа, и мало таких людей и в нашей вот литературе, которые по-сапраўднаму могут. Ну вот Сёмуха, значит, я уж так само магчымасці абмежаваныя, ён же германіст, ну ён яшчэ з польскай перакладае з латышскай, значит, это самое. Ну и другие там,
Ну, а гэтыя пераклады з перакладаў, это не літаратура, так сказать. Уяўляеце сабе, што адзін раз ідзецца на вялікія, так сказать, страты, а тут яшчэ другі раз, понимаешь, пераклад з пераклада. Але нічога не зробіш, і такое ёсць. Вот вы говорите про мовы, про переклады, и есть питание, как вы оцениваете ситуацию двухмовья у Беларуси? И у сувязі з гэтым, ці ёсць абавязковы сэнс перакладання нечага на беларускую мову, калі людзі двухмоўныя могуць пачытаць это по-руску? Тут вы дазвольце мне зноў раз успомніць унука свайго меншага самага. І ён казаў, кажа, дзед, ён часамі яшчэ будучы школьнікам, мы жывём у розных месцах Мінска, звоніць, дзед, хочацца пагаварыць на роднай мове. Ну і гаворым. І от ён кажа, што это вельмі добра, вот, і ты перакладаеш, значыць, а мы якраз рабілі тады том Толстога. Я перакладаў вот яго некалькі аповесцей, апавяданняў. Пасля я пераклаў цэлы том асобны, ён ужо 6 год ляжыць без руху ў выдавецтве. Это «Залатая ружа» і апавяданні Паўстоўскага. Значыць, кажа, мне все-таки лепш, так я кажу, мне лепш чытаць в арыгінале тое, што я ведаю. Ну а што рабіць, калі няма арыгінала? А так ён потым, значыць, като любіць малыя мудрагеліць, ён недзе ў 7-м, 8-м класе быў. По-мойму, кажа, гэта добра, трэба рабіць наперад, каб потым, калі ў нас пытанне з нацыянальнай, значыць, культурай стане на сваё месца, тады было гатовыя, значыць, рэчы, на роднай мове. Значыць, адзін з маіх латышскіх сяброў, значыць, паэт, прозаік Юлій Іванак, вельмі хорошы таварыш, значыць, я часто бываў у Рызе, і ён кажа, я тебе посоветую моего портного. Он тебе сошьет костюм. Отлично. И вот я, значит, у старого пенсионера Карла Ивановича пришел на примерку першую. И гляджу, стоят книжные шафы и толстые томы. Жан Кристоф, мужики Реймонта. Все это по-латышски. Я говорю, Карл Иванович, это теперь... Какое теперь? Что вы говорите? Это перед войной сделано. Тады, як Латвія была буржуазнай, свободной, культурной краиной. Так что это вельмі важно. Трэба что-нешта, так сказать, и наперад рабіць, а не только, так сказать, у нас. Это теперь, дякуй Богу, что молодые наши, это великий плюс нашим молодым литераторам, что они ведают многие з них ведают мовы. Вы возьмите архе, там, это ж все переклады с оригинальных, так сказать. Значит, и дай Бог, как это было ширилось более и более и более, значит, и как мы имели махчимость читать не перекладенные русскими, а потом нашими, которые там дельцами с русской мовы на белорусскую, а просто, так сказать, добротные переклады з оригиналов в сусветной литературе. Ну и само собой, как и наша пошла так. Вот белорусов вельми мало перекладают з оригинала. Я могу сказать про себе. Меня перекладали вот на польскую мову з оригинала, на чешскую, на латышскую, на литовскую, на украинскую. А який-то немец, значить, вискочило прозвище, його наш русский дослідчик, ви знаєте його, Пархоменко, да? Пархоменко, значить, свого студента настроїв на мой роман «Птушки гнёзды». І ён пераклаў яго з оригинала, і лепш бы ён яго не перакладаў. Скажем, вспоминая, мой Роневич вспоминая Мендлі на взгорку на полі. Мендлі. Немецкое слово Мендель, это, так сказать, 15 снопов. А он перекладая
значить, і на взгор'я, значить, і коли перекласти знов на русскую, миндалевые деревья. От такий переклад, так сидіти саме. Питаються студенти, Жан Анатолійович, які пожадання ви можете зробити нам, будучи наставником родної мови і літератури? А что, все только будут наставники? Ні, ну, які, бачите, хочуть, А которые пойдут? Я с глубокой пошаной ставлюся до наших бедных наставников, выкладчиков родной мовы и литературы. Я недавно выступал перед активом Минской области наставников. Это подвижники. Это, значит, люди, які, так сказать, амаль усе, значит, роблять эту свою святую роботу з адчування тільки, так сказать, обов'язку громадянського і от такого щирого якого-то, так сказать, прихильності до цієї справи. Дай Боже їм легчайшого життя. Дай Боже, щоб все-таки справа наладилася. Вот, бачите, тепер такий плач по Мулявіну йде. Это правда вельми цікава з'ява. Русский чоловік так полюбив наш фольклор і так, значить, добре у їм відчував себе. А чому ж не беруть? Это русский белорусскую полюбив. Чому ж не беруть з його прикладу? Как любить, так сказать, белорусскую мову и белорусскую литературу, значит, так само. Тут лёс наставников и лёс письменников подобны. Коли взять письменника белорусского, який, так сказать, живе в этом и сердцем, и душою, так что, он не подвижник хіба? Вы знаете, что такое вот теперь вот у нас эта каша стала с часописами, так, супротивостояние такое, и новые открываются, и старых друкуются, значит, и думаешь, ну, а где друковаться ему? У нас, так сказать, нема где друковаться. У нас лежать рукописи, у видавецтве забитые шафы рукописами готовыми. У меня самого вот только что зрушилась с места, пошла книжка новая, которая три года пролежала в видавецтве. Коли это было так? Ніколи так не было. А все любят нібито эту белорусскую культуру и мову и плачут по Мулявине, понимаете, это самое. Честь и слава ему, и он много зробив, значит, все то. Але, я ж кажу, приклад його повинен святити тим, від кого залежить льос нашої культури. Я вам говорив, що я заводний, так що глядите, ви зараз подумаєте, Боже, коли він кончить, понимаєте, це саме. Питання таке, як ви оцінюєте громадсько-політичну теперішню ситуацію на Білорусі і як реально ви бачите її зміни, яку ви перспективу бачите? Один, значит, я не знаю, вот той, что не рихтуется до кандидатской, а до докторской диссертации. Один мне колись написал, вот такое питание задал. Вот такое, як ви, питання задав мені. Так я ему отказал, и мне потом позвонил по телефону, я говорю, знаете, дорогий мой, как я так просто отказывал на такие питания, так я бы сам докторскую оборонил, а не вам помогал бы, понимаешь, это самое. Давайте что-нибудь легчайшее. Колеги, чи є у вас ще питання, може хто хоче особисто задати питання густо, бо письмово це, по-перше, не то, а по-друге, може про свою інтерпретацію. У чем счастье, Иван Антонович, человека? А? У чим щастя чоловіка? У счастье. Да.
Что ж тут можна придумати, дорогі мої? Тут усе йде, як почати з молодих, так от це в коханні, а потім у сім'ї, а потім, так сказати, ви вже от навіть у мене про внуків питалися, а ще ж я чекаю, що будуть питання і про правнуків коли-небудь, понимаете? И все это потом работа по душе, которая, так сказать, все это элементы этого счастья человечего. Так что в чем счастье? Трудно, так сказать. Да? Як ви відноситеся до сусідньої сітки інтернет? Користайтеся нею і чи маєте знаєте, або вашого спитку? Дорогі мої, знов вже буду про внуків говорити. Вони цим займаються. Значить, а я вспоминаю, одна з моїх сестер замужем у нашій вёсці. І от у її була бабка, свекров, так вона ніяк не могла справитися з цією електробатарейкою. Все, не ведала, як її виключити, і все, фу на її, от, значить, саме. Так виглядаю я перед комп'ютером. Значить, за мною. І знов же говорю, от саме у нас заядлий комп'ютерщик – це молодший внук. Вот. Але я думаю, як вам сказати, коли ви читаєте, хто задумується над тим, на комп'ютері ці гусиним пером писав Пушкін, допустим, ці, скажем, у нас ми технічно обмежовано, скажем, я сам друкую свої речі, тепер передруковую, тому що комп'ютери вельми ударили моцно по машиністках. Спочатку вони використовували цю ситуацію і вельми много брали, значить, стільки, що і гонорару стільки не візьмеш, скільки машиністці треба заплатити. А раніше було, я пам'ятаю, значить, я користався, значить, допомогою машинистки, такая Янечка Шабуня, значит, она уже старушка теперь, которая так идеально друковала, что где-то на 5, а то на 10 сторонок может быть одна описка. Вот. Значит, а теперь, вот я вчора сидел у видавецтве с редактором и просил ее пробачения, что справками рукопис. А она каже, а для комп'ютера це не має ніякого значення. О, як до якого ми щастя дожили, так сказати. Я ще, коли є що у кого? Ой. Пригадайте якісь письменницькі жарти. Що про цвічок було, коли Короткевич забивав цвік у стіну і потрапив у той цвік, який використав. А, цвік, да? Да. А, да, Володя був рогатун такий. І він вельми сміявся, так по-русски кажучи, заразительно, значить, як. І навіть часами дивно, я пам'ятаю, приїхав, я привез його туди на свою родину, в Карелицький район, значить, і в гостях у моєго сябра, така вёска Бережен, сели обедать з сім'єю, і він раптом га-га-га! Люди глядять, що таке, кого ти привів, так сказати. Я кажу, що ти? А я, кажу, вспомнив, нечто, знаєш, там, в рукописі нечто вспомнив, знайшов некую, так сказати, эту самую. Співав він охотно вельми, притом добре співав. Значить, жарти любив. Значить, ну, от такі речі, скажімо, з цим цвіком, то вони прибивають, знайшли десь аньола древляного, а він жив за стіною у мене. І почали з того боку прибивати аньола. Я гляджу, що таке у мене над канапою цвік лезе. І лезе цвік этим капелюшиком сюди. А це я перед, значить, ремонтом квартири
паленаваўся яго выдзіраць, ды пабаяўся, што вырву кусок тынку, так я яго ўзяў гладка забіў. А трэба ж было, каб яны з Мальдзесам з того боку папалі якраз в гэты цвік і выбіваюць мне цвік на этом самом. Вот. Володя был жартовник, веселый хлопец. Вот. Еще что-нибудь хопить уже? А? А про Нарицьку? Что еще? У Нарицьку какие еще были? Что? Мы не яго разыгрывали, мы разыгрывали других, а я брал его как Светку. Да. Разыгрывали мы. Ну, могу вам сказать, при всей моей пашане и любви до Сергея Ивановича Граховского, который покинул нас недавно. Значит, и он, спустились мы в шахту на 450 метров вниз, и он прочитал там верши, и ему подарили кавалок породы этой. А в нашем автобусе была работник горкома, партия веселая, симпатичная, и тут все мы накинулись ухаживать за ею. А Сережа сел перший коли яе. И я ему тихенько потом кажу: Сергей Иванович, вот Наташа, яна, значит, ей самой не ёмко тебе говорить, она просила меня попередить, каб ты гэты кусок породы выкинул, бо ён мае вельмі размагнічваючыя значэння. И он, конечно, выбрал момент и в окно. Дмитрий Яковлевич, было? Было. Это у нас было, я помню, по далекому сходе, значит, подорожничали. А по Амуре, это от Хабаровска до Татарской протоки, там Николаевск на Амуре. Значит, и мы были где-то в гостях у одного из этих хабаровских письменников. А дача у них по-сибирску называется Заимки. На этой Заимце мы были и, плывучи назад по Амуре, спевали белорусские песни. И что вы думаете, он праз два нас выкликают на запланированный концерт белорусской народной песни. И треба было выкручиваться, так сказать, это сам, да. Вот. У подорожжах вельмі много, тады была магчымасць падарожнічаць, і я вот асабіста прайшоў так, значит, Амур, Енисей, Волгу, Днепро, значит, это самое. На поўначы, скажем, были и на Соловках, и Кижах. Пасля машину я выкарыстывал только летом на подорожжі, где вот у черта там Ужгород, а где Сталинград, это все вот такое. Вот, это самое. Іван Антонович, може пам'ятаєте з гэтых падарожжаў успамін пра нашага Жиркевича Михайла Ивановича? Вы разом с ним подорожничали? Помню. У Черногории есть такой звычай. Коли кто-то пройшоўся хоть бы один раз, а тем больше, коли два раза пройшоўся с сестрою, браты этой сестры повинны у яго спытаться: ты жениться думаешь ці не? И ледь не до помсты этой кривавой, так сказать, закон тады. И вот мы, значит, в какую-то вёску заехали, черногорскую, этой самую. А яны, як монашки в черных этих вопратках, пожилая женщина. И наш таки Михаил Иванович, так это, як тебя зовут? Она каже: Анна, а я Михаил. Я не вытрымал, говорю: Михаил Иванович, осторожно, попадешься, что могут отпомстить за это. Ну и другие речи были там. Он веселый человек был. Тогда нам сдавалось молодым, что он, хотя он уже и старейший намного за нас был, там, так сказать, это. Молодый духом за все держит.
Но ён веселый был, так сказать. Но у нас был конфуз страшенный там. Мы не уявляли себе, наколькі популярные русские песни в Югославии. И вот такой город Сплит есть, так сказать, в Далмации, там, каля Дубровника. Значит, молодь мясцовая выкликала нас на спаборніцтва. Ну, я чаму вспомнил, значит, что як почали спевать, так кто в лес, кто под ровы, як кажуть. И вот Михаил Иванович таким голосом, нечто в бок, понимаешь, это самое. А гэтые нарочно нас выпустили, перших як гостей, а тады сами выконали под гитару эту самую на рейде большом. Боже ты мой, мы сидим, а куда уже, да может быть больше, ну куда больше тут уже, так сказать, брать, это все. Дякую вам. Не, я вот думаю, я разговорился, но есть же такие речи, которые, так сказать, лепш помолчать, понимаешь, это самое. Вот. Хто ж написав сказ про Лисюга? Это у нашей вёсцы у 40-м годзе, як брали в советскую армию уже. И потом один пришел у отпочинок. Пытается: Федя, а где ж ты служишь? Он говорит: Родина меня не для того послала, чтобы я тебе рассказывал. Я гэта ведаю з 77-го года. Хто гэта написал? Кавалак часу. Значит, и нават я перадрукоўваў для сябе гэты экземпляр один, и там, где ён у парадку маскировки про себе таксама піша дрэнна, значит, я взяв опустил, думаю, як то ты, как моего друга, ты тут это самое. А тады ён рагоча пришел, каже, это ж я сам про себе написал тут в этом. Я не присягал, конечно, что я никому не скажу. Но есть же такий принцип, это у жанчын асабліва вясковых каже, это ж моя милая только як табе, а тая як табе, а тая другой як табе, и пошло так сидит. А это он сам повинен, и он сам не хочет признаться, потому что еще живут не только дети некоторых, а сами некоторые, которые там задействованы, по-русски кажучи. Буде вядома, куды мы денемся. Это там есть таки Янусь Малец у нас, поэт, и он сам техник. И чамусьці вот яму трэба абавязкова ведаць. Ну а чаму табе трэба ведаць? То самое. Кто написал? Что? А я могу снимать, что сказать тому человеку. Что? Я могу сказать, если разрезка, а больше снимать, он только за это цепляется. Я веду его. Кого? Януся? Кто написал? Нет, это человек. Януса это, да. И при тем, что дотычется, я не знаю, что дотычется моей думки про эту речь, я лечу, что она, так сказать, это добротный материал для настенной газеты письменницкой. А в нас уже почали пораўноўваць с Тарасом на Парнасе и так далее. Мы ж это любим страшно. Як трохи что-нибудь спляце, так уже и гений. А? Один молодой человек сказал, треба поднимать. Что поднимать? А? А. Написано это хлестко, а як это было разослано. Что там? А? Подзяліцеся, калі ласка, чего вы смеетесь?
А то чого доброго, пойду додому і буду думати, це з мене, видать. Ну, Иван Антонович, вы нас просто зачаровали. Я думаю, что коли все студенты так слухали наши лекции, як я не раз просто зачаровали, зачаровали. Дякую, дякую. Покоління міняються, і тому мені тяжко заподозрити, що я повторяюся. Але я часто на таких зустрічах вспоминаю один білоруський народний анекдот. Як бабка попросила внучка подати їй води, шклянку. І він подав, так вона каже: внучечок, дай тобі Боже здоров'я. А він каже: а я не хочу здоров'я, я хочу меду. Вот. Так от я вам жадаю і здоров'я, і меду, і поспіхів, і всього найлепшого. І дякую за увагу. Коллеги, было бы добре, наприклад, заносили кресло туди прибрали. Це хоча б близько до того місця. Нет, Федя, тут ты сейчас Подпишите Наташи. Наташи. Наташа? Так. Я якраз